Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – служебные части речи. И в ходе урока мы ответим на следующие вопросы. Какие части речи относятся к служебным? Какова функция служебных частей речи? Что означает слово «экология» и что такое «сбить с панталыку»? Как деятельно и созидательно любить природу, по мнению Чингиза Айтматова. И сегодня наш урок мы начнем со следующего задания. Внимание на экран. Прочитайте слова на слайде. По какому принципу они сгруппированы? Уверена, что все вы заметили, что в каждой колонке слова начинаются с одной буквы. А как по-другому их можно сгруппировать? И как тогда озаглавить каждую группу? Их можно сгруппировать по частям речи. Ум, ус, угол, ил, иней, око, ас, акт, алмаз, Надя – это имена существительные. Им, их, наш – местоимение. Нанять – глагол. Надо – слово категории состояния. У, о, на, от, об, над – предлоги. И, а, или – союзы. Аж – частица. Ух, увы, ох, ого, ах – особая часть речи, с которой мы познакомимся в 7 классе. Это междометие. А какой вывод можно сделать после выполнения данного задания? Кроме самостоятельных частей речи, существуют и другие части речи – предлог, союз, частица и междометие. Предлог, союз, частица называются служебными частями речи. Познакомимся с ними поближе. Прочитаем 2 текста о служебных частях речи. Определите стили данных текстов. Служебные части речи немногочисленны. По подсчетам ученых, предлоги, союзы и частицы составляют всего 0,33% от общего количества слов в русском языке. Однако они большие труженики. Каждое 4-е слово, употребленное нами в речи, служебное. Не случайно термин, которым названа эта группа частей речи, образован именно от глагола «служить». Служебные части речи служат самостоятельным частям речи. Предлоги, союзы, частицы – это служебные части речи. В отличие от самостоятельных частей речи, они не называют ни предметов, ни действий, ни количества и не бывают членами предложения. Служебные части речи в предложении употребляются только вместе с самостоятельными частями речи. Служебные части речи не изменяются. К какому стилю отнесем данные тексты? Я уверена, что вы определили, что оба текста относятся к научному стилю речи. Но в первом тексте информация рассчитана на широкий круг читателей. В нем присутствует оценочная лексика. Служебные части речи – большие труженики. Этот текст мы отнесем к научно-популярному стилю. Это подстиль научного стиля речи. А вот второй текст сугубо научный. Здесь нет оценочной лексики, и все слова употреблены в прямом значении.
Понаблюдаем за служебными частями речи в предложении. Выполните следующее задание. Отредактируйте предложение. Проверим, как вы справились с данным заданием. В часы прилива океан гонит на сушу волну за волной. И после набега и отката волн слегка перемешиваются неисчислимые песчинки пляжа и бесчисленные гальки. В безветренный день прибой со слабым рокотом плещется о берега, а в непогоду обрушивается на них с неумолчным грозным ревом. Что помогло нам легко справиться с этим заданием? Предлоги подсказали, в какую форму мы должны поставить то или иное слово и как связать слова в словосочетание. А для чего служат остальные служебные части речи? В чем заключается их основная функция? Ответ на этот вопрос нам подскажет упражнение 268. Соотнесите термины предлог, союз, частица с их функциями. Сформулируйте свой ответ, используя для этого разные конструкции, помещенные внизу слайда. Проверьте себя. Предлог необходим для того, чтобы соединять между собой части словосочетания или предложения. Союз нужен, чтобы связывать в предложении однородные члены, а также части сложного предложения. Частица – это часть речи, которая служит для того, чтобы добавлять оттенки эмоций. Преобразуем данную информацию в таблицу. Служебные части речи – это слова, которые, не имея лексического значения, не являясь членами предложения, играют в предложении различные служебные роли. Предлог соединяет слова в словосочетании или предложении. Союз служит для связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Частица придает дополнительные оттенки значения словам или служит для образования форм слова. Потренируемся определять в тексте служебные части речи. На экране высказывание Антуана де Сент-Экзюпери. То, что составляет достоинство мира, может быть спасено лишь при одном условии – помнить про это. А достоинства мира составляют милосердие, любовь к знанию и уважение внутреннего мира человека. Определите служебные части речи. Проверим, какие служебные части речи вы указали. Лишь частица, при, про, к, предлоги и союз. Выполним упражнение 269. Прочитайте отрывок из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», в котором отсутствуют служебные части речи. Восстановите текст, используя слова для справок.
Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку, да поет. Вот он поля достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног. Какой вывод мы можем сделать относительно роли служебных частей речи в составлении связанного текста? Предлоги и союзы сами не изменяются, но они важны для понимания смысла слов, которые изменяются. Они важны для связи слов в предложении. А союзы, кроме того, нужны для связи частей сложных предложений. Служебные слова чаще всего маленькие, но это не значит, что они не важные. Без них обойтись невозможно. А у нас минутка для шутки. Отгадайте загадки. В конце какого предлога стоит сотня? Это предлог «вместо». Какой предлог является нотой? Предлог «до». Нота «до». Какие два предлога укажут на количество лекарства на один прием? Предлоги «до» и «за». Доза. К какому предлогу нужно прибавить загородный дом, чтобы получилось то, что требует решения? Предлог «за» прибавляем к слову «дача». Получаем слово «задача». В рубрике «Тайны русского языка» сегодня фразеологизм «сбить с панталыку». Что такое панталык и как с него сбить? Вопрос, который ставит в тупик. А со смыслом на самом деле мы почти угадали. Сбить с панталыку – это запутать, смущать, приводить в замешательство. Пишется фразеологизм раздельно. Осталось разобраться с главным героем фразеологизма, со словом «панталык». В словаре Даля панталык – это толк, смысл, порядок. И, конечно, если с него сбивают, тут запутаться можно не только в правописании. Авторитетный тон и непринужденная громкая речь сбили окончательно мужичка с панталыку. Мы с вами живем в прекраснейшей стране, в которой много достопримечательностей. Одной из них является озеро Иссык-Куль. Его по праву называют жемчужиной Кыргызстана. И все мы понимаем, что озеро нужно сохранить для будущих поколений. А что значит сохранить Иссык-Куль? Вот как на этот вопрос ответил Чингиз Тарикулович Айтматов. Сохранить Иссык-Куль значит отстоять кусочек родины. Вот так надо оценивать ответственность каждого из нас за судьбу озера. Ибо доблесть сегодня не в том, чтобы побольше взять от природы, не дав ей ничего взамен, а в том, чтобы жить с природой в полном ладу, в полной гармонии, доказывая на деле свою разумность. Если ты любишь лес, рядом с которым живешь, родник, из которого черпаешь воду, землю, которая кормит, любишь не созерцательно, а деятельно и, главное, созидательно, с думой о завтрашнем дне, значит, ты подлинный хозяин, значит, ты патриот. А в этом залог сохранности таких бесценных творений природы,
как наше прекрасное озеро Иссык-Куль. Любить природу деятельно, созидательно, с думой о завтрашнем дне – это, конечно, в первую очередь не оставлять за собой мусор, участвовать в экологических акциях, ухаживать за деревьями, которые растут возле твоего дома. Не уничтожать то, что приносит радость и является достоинством мира. Каждый из нас должен чувствовать себя на лоне природы рачительным хозяином, а не временным постояльцем. Потому что после постояльца остается только мусор, а после хозяина обновленная земля. А сейчас, друзья, я предлагаю вам выполнить необычное задание. Возьмите листок бумаги и ручку. Внимание на экран. Среди выделенных слов найдите служебные части речи и запишите на листок буквы, которые написаны над этими словами. Запишите буквы в том порядке, в каком они расположены в тексте, и вы получите определение слова из нашей традиционной рубрики «Слово дня». Итак, у нас с вами должно получиться выражение «Экология – наука о доме Земля». В рубрике «Слово дня» слово «экология». Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде. Состояние организмов, населяющих общую территорию, их отношения друг к другу и к окружающей среде. Например, экология растений, экология животных, экология человека. Экология леса, экология водоема, почвы. Экология человека или социальная экология, то есть взаимодействие человека, общества и окружающей среды. Экология культуры. Слово пришло к нам из греческого языка и дословно переводится как «учение о доме». Однокоренные слова – эколог, экологичный, экологический. Мы изменяем среду, которая нас окружает, но всегда ли мы поступаем, опираясь на законы природы? Всегда ли человек видит, какой вред наносит окружающему миру? Наука экология призывает нас задуматься над этими важными для нашей жизни вопросами. А мы сегодня на уроке ответили на следующие вопросы. Какие части речи относятся к служебным? Какова функция служебных частей речи? Что означает слово «экология» и что такое сбить с панталыку? Как деятельно и созидательно любить природу, по мнению Чингиза Айтматова. Домашнее задание. Параграф 48, страницы 160-161 вашего нового учебника. Упражнение 270. Рассмотрите плакат на тему «Земля – наш дом». Составьте 3 предложения на эту тему, используя служебные части речи из упражнения 266. Придумайте экологический слоган, призывающий бережно относиться к озеру Иссык-Куль. Глобальные экологические катастрофы происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю. Природа не прощает ошибок. Относитесь к ней с уважением. А наш урок завершен. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!